Доброе утро всем, кто начинает свой день вместе с программой «Утро Якутии» на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». На календаре среда, 17 ноября. В этот день с вами утро встречаем мы, Руслан Ачиров и Полина Долинская. Сегодня, друзья, в нашей передаче мы поговорим о том, как в Хангаласском Улусе выращивают, представляете, виноград. Также у нас в гостях сегодня будут археологи, которые ведут раскопки на проспекте Ленина. А также в этот профессиональный праздник участкового уполномоченного мы пообщаемся с представителем этой профессии. Друзья, вы можете вместе с нами создавать этот эфир, вы можете отправлять вопросы нашим гостям. Ну а если в вашей семье, либо среди ваших родных или близких есть представители такой замечательной профессии, как участковый, то вы всегда можете поздравить их с помощью нашего WhatsApp номера 8 914 273 44 88. Да и вообще рассказывайте, как проходит ваша рабочая неделя, присылайте свои приветы, вопросы и делитесь хорошим настроением. Ну и напоминаем про нашу страницу в Инстаграме. Утро Якутии. Подписывайтесь, ставьте лайки, узнавайте анонсы будущих программ. Ну, а если у вас по какой-то возможности вы не можете смотреть нас в прямом эфире, вы всегда можете посмотреть повторы на нашем YouTube-канале як24.ру. Ну что, друзья, мы начинаем и по традиции с рассказа о погоде. По данным Якутского гидрометеоцентра, в 6 часов утра температура воздуха в центральных районах составила 25-35 градусов со знаком минус. В заречной группе в это утро минус 24 в поселке Мая и минус 28 в Чурапче. В южных Валдане 9, в Нерюнгре 17 со знаком минус. В Вилюйской группе Улусов 13 градусов, 30 градусов мороза. В Нижнеленских 34-37, в западных 13-16. В Колымо-Индигирской группе Улусов холоднее сегодня будет в Хану. Минус 31 в это утро. В Черском минус 4. В Янских минус 20, минус 30. На северо-западе 23-36 ниже 0. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила 28 градусов мороза. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Штиль. В течение дня синоптики обещают нам утром небольшой снегопад. Ветер северо-западный подует с порывами от 1 до 5 метров в секунду. Температура воздуха днем 22-24 градуса мороза. По инициативе ряда американских компаний ежегодно в ноябре с 1999 года принято праздновать День ГИС. ГИС – это географическая информационная система. Это система сбора, хранения, анализа и графической визуализации пространственных данных и связанной с ними информации о необходимых объектах местности. Ну, в общем, карта, да, то есть мы сейчас даже в телефонах очень часто пользуемся средствами ГИС для ориентации в пространстве. Данные эти также применяются в картографии, геологии, метеорологии, землеустройстве, экологии, муниципальном управлении, транспорте, экономике, обороне и многих других областях. Ну и наверняка каждый из нас пользуется системой ГИС. Ну, а также, друзья, примечательно, что в этот день произошло еще много очень интересных событий, и мы можем это узнать в нашей постоянной рубрике «Дата и события». 17 ноября, среда. Сегодня отмечают Международный день студентов, Международный день недоношенных детей, Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни легких, День географических информационных систем, День участковых уполномоченных полиции в России. По народному календарю сегодня Ирема «Сиди дома». На Руси считали, что в этот день непременно нужно оставаться дома, по возможности не выходить даже во двор. В противном случае можно столкнуться с нечистой силой и навлечь на себя разные неприятности. Этот день в истории. В 1558 году на английский престол взошла последняя королева из династии Тюдоров Елизавета I. В 1757 году в Петербурге учреждена Академия художеств. Сегодня Российская академия художеств. Российская академия указом президента России наряду с Эрмитажем, Большим театром, Третьяковской галереей отнесена к особо ценным объектам национального достояния народов России. В
1869 году на северо-востоке Египта 17 ноября состоялась торжественная церемония открытия Суэцкого канала, соединившего Средиземное и Красное моря для судоходства. Канал позволил водному транспорту проходить в обе стороны между Европой и Азией без огибания Африки. В 1948 году в Санкт-Петербурге поставлен на вечную стоянку крейсер «Аврора». До 1956 года использовался как учебная база Ленинградского Нахимовского училища. Впоследствии крейсер стал кораблем-музеем, филиалом Центрального военно-морского музея. И в этом качестве сохраняется по настоящее время, а также является объектом культурного наследия Российской Федерации. В 1989 году в этот день в Чехословакии началась бархатная революция. В Праге начались студенческие демонстрации, положившие начало бархатной революции, бескровному свержению коммунистического режима в Чехословакии. Эти события коренным образом изменили политическую ситуацию в стране. В этот день родились Иван Пырьев, советский кинорежиссер, сценарист, народный артист Советского Союза. Саитиро Хонда, японский конструктор, изобретатель, бизнесмен, основатель компании Honda. Мартин Скорсезе, американский кинорежиссер, актер, продюсер, сценарист, лауреат премии «Оскар». Софи Марсо, французская киноактриса, режиссер. Именины сегодня у Александра, Евгении, Ивана, Ильи, Николая, Порфирия и Степана. Вот уже несколько недель в городе Якутске ходят разговоры о захоронении, найденных во время реконструкции проспекта Ленина. Каких только предположений не было, что же там происходит. И самое интересное, что в центре города обнаружили еще захоронения не какие-нибудь обычные, а очень-очень древние. Что же на самом деле будет, что же нас ждет, что же находилось в центре нашей столицы? Сегодня мы спросим эти вопросы напрямую нашим гостям. Доброе утро! В гостях у нас сегодня Николай Кирьянов, руководитель музея арктической археологии имени Светланы Александровны Федосеевой и Елены Соловьевой, научный сотрудник этого музея. Доброе утро. Доброе утро. Елена Николаевна. Доброе утро. Ну, наверное, сразу первый вопрос. Не будем, да, тянуть интригу, Интригу. да? Что же обнаружили на проспекте Ленина? На проспекте Ленина обнаружили останки одного из старинных погостов города Якутска. По нашим предположениям, это погост церкви Тихвинской иконы Божьей Матери, строительство которого началось еще в 1741 году, и в 1753 году, кажется, было освящение этого собора. Если не ошибаюсь, это которая вот в конце улицы проспекта Ленина, да? Нет, вот вы Чернышевская. ошибаетесь. А где же эта церковь тогда на самом деле? Эта церковь была деревянная, но деревянные церкви, к сожалению, долго не сохраняются, поэтому не осталось ни самой церкви, ни ее следов от этой церкви не осталось. Вот. А церковь стояла на перекрестке улиц Петровского и проспекта Ленина. То есть там, как раз где это театр оперы и да. балета находится? Ну да, но ближе, наверное, сюда, к проспекту. Площади. Поэтому хоронили обычно за церковью, за храмом. Поэтому ничего удивительного, что вот именно остатки погоста мы обнаружили именно там. Но это же не первая раскопка, как раз-таки, которая находится в центре города. Не так давно за зданием Национального художественного музея были также проведены раскопки. И древние захоронения обнаружены? Нет, в центре города по улице Ярославского, 31, это как раз за зданием Национального художественного музея, мы вели раскопки культурного слоя исторической части города Якутска. Вообще, ну, город у нас с достаточно большой такой историей, более 300 лет, почти 400 уже лет, да, и за время его существования вот в земле, в напластованиях этих сохранились следы жизнедеятельности людей, различные остатки материальной культуры. И вот мы, собственно говоря, занимались изучением культурного слоя города. Обнаружили много очень интересных артефактов, которые, ну, так или иначе характеризуют быт горожан вот того времени, 18-го, 19-го, начала 20 века. А какие выводы уже можно сделать? И вот как мы обратились к артефактам, я что-то слышал про колоды. Вот, можете об этом Очень тоже такое на сегодняшний день непривычное, да, захоронение. Наоборот, это очень привычное захоронение. До недавнего времени, наверное, до 19 века это был типичный обряд захоронений.
где-то в веке, в конце 18-го, начале 19-го уже начинают хоронить в таких классических прямоугольных ящиках. Нет, это все очень традиционно. Это доказывает о том, что вот эти останки должны относиться вот как раз к тому периоду, о котором Лена Николаевна сказала, наверное, там конец 18-й, может, начало 19-й. Алексей Павлович Окладников в свое время, в 1972 году, проводил раскопки знаменитого практически сейчас в России, в Сибири очень известного Зашиверского острога. Вот. И он там как раз копал материал, получил материал 18 века. И вот в его описании есть, правда, небольшое описание нескольких погребений, которые он вскрыл. Они очень похожи на описание как раз вот тех деревянных колод, которые мы обнаружили вот в центре города. Так что Что будет с типологически сравнив, мы артефактами? можем сказать, что это вот именно 18 Но это еще как бы не точная информация, пока предположение, да, до дальнейшего исследования. Да, есть, понимаете, есть возможность типологически определить примерный возраст того или иного памятника археологии, а есть еще, естественно, научные методы, которые позволяют подтвердить этот возраст. Вот пока мы только типологически предположили, да, ну вот мы убеждены, в принципе, на процентов, наверное, 98, да, что это 18 век. Но буквально вчера мы уже отправили образцы костных останков в Новосибирск. Там у нас есть такой центр коллективного пользования, геохронология Кайнозоя называется, где проводятся радиоуглеродное датирование. И мы получим, ну, точную дату. Обычно они дают вот с такой, скажем так, с таким люфтом плюс-минус 30-40 лет, да. То есть мы получим дату, которая либо подтвердит, ну, я уверена, что подтвердит. А после того, как пройдет изучение, да, останков, какая судьба у него будет дальше? Захоронение или это будут какие-то, может быть, Ну вот в зависимости, места памятные. ну до того, как будут получены окончательные результаты, эти материалы будут храниться у нас в музее. А если же их ценность будет, ну, как мы уже решили, ну, обсуждали, в пределах 18 века, они останутся на хранении. Если же по каким-то причинам окажется, что это мы ошибаемся, и это на Ну, самом я деле думаю, позднее, да, то Нет, конечно. в таком случае, наверное, тогда будет перезахоронение этих останков. Но у нас же без легенд все равно нельзя, и многие говорят, что можно даже, предполагают, что вот как раз-таки на проспекте Ленина можно даже обнаружить ту самую могилу княгини Бестужевой, графини. Да. Это- Ну, и такая это возможность на всё-таки самом история, деле... легенда? Нет, вероятность такая существует, есть. потому что, ну, это общеизвестный исторический факт, что графиня Бестужева, которую в вину вменяли участие в подготовке государственного заговора, что она была сослана сюда и отбывала ссылку в Якутске. И мы знаем, что она жила в районе Залога и похоронена где-то там. Но точное место расположения могилы неизвестно. Хотя в интернете, в свободном доступе существует фотография, она краеведам очень известна, эта фотография, это вот территория Залога, еще практически такая пустынная, незастроенная, и там стоит такая одинокая могила с деревянной надмогильной вот таким сооружением, да. И это вот могила графини Бестужевой. Если так примерно трассировку посмотреть, это практически по улице, по проспекту Ленина. Так что Да, не поэтому исключено. мы, как археологи, как представители сообщества, которые занимаются охраной культурного наследия, призываем все строительные организации, землеустроительные, которые занимаются подобными работами, чтобы проводилась государственная историко-культурная экспертиза. Это как раз тот механизм, который позволяет заранее определить, на каком участке находятся какие-то культурные останки. И чтобы не было вот таких историй, которые случилось сейчас, когда вот во время вскрышных работ выявились погребения, таких событий не будет, это все будет заранее известно, выкопано, и надеюсь, что городских легенд будет меньше, наверное. Скажите, Почему именно сейчас это все обнаружили? Почему до этого, когда прокладывали, коллектор прокладывали, делали, асфальтировали вот эту улицу, проспект Ленина, это же одна из первых центральных улиц города.
Но когда улицу асфальтируют, таких глубоких земляных работ не проводят, поэтому и не затронули. А когда когда делали городской коллектор, я так предполагаю, что все-таки траншея, в которой он заложен, она несколько уже, чем размеры современного проспекта Ленина. Поэтому, когда начались современные земляные работы, они зацепили, как раз вот края расширили, получилось, и зацепили этот погост. А какие сроки, да, вот проведения работ именно археологических на проспекте Ленина, они завершаются или еще будут продолжаться? Или самое начало, самый разгар? Сейчас. Наверное, работы ведутся вообще у нас с 1 ноября, то есть фактически, и, наверное, до конца месяца. Ну, я предполагаю, конечно, рассчитываем на более раннее завершение работ, потому что, учитывая низкотемпературный режим, да, вы понимаете, во-первых, у нас такого опыта работы до настоящего момента, конечно, не было. Действительно, сейчас уже ночью ниже 30 градусов. Да. Вообще, как проводится работа? Я видел только вот фотографию палатки. Я видела, да, палатки вот эти вот Палатки, ну, тканевые. пушки стоят, которые обогревают воздух в палатке. Ну, конечно, это такая, скажем, слабоэффективная такая помощь, поэтому работа, ну, тяжелая, конечно. И поэтому я думаю, что мы долго не будем ее затягивать, а вот по возможности, там у нас осталось буквально 2 погребения, которые видны. Вот мы их возьмем и все, и на этом закончим. А дальше, вероятно, мы законсервируем это место, да, ну вот будет отсыпка дорожного полотна, и просто мы в заключении напишем, что здесь сохранился еще объект культурного наследия, и это вот в память будущим поколениям, когда уже в следующий раз тут будут планироваться проведение каких-то земляных работ, чтобы это учитывалось. Чтобы уже знали, да? Да. Что здесь... Ну вот, знаете, говорят, лучший способ сохранить – это не копать. Действительно. Поэтому вот так вот оставим. Спасибо большое вам за такую интересную историю. А еще какие-нибудь есть находки? Вот знаете, я любитель городских наших легенд, когда живешь среди вот этих улиц, про каждую из которых что-то написано, я слышала, что есть легенда о том, что где-то у нас в районе здания Дома правительства, 1 или 2, находится где-то, вполне возможно, что находится клад того же самого Бестужева. Ну, Как ли это? Или это легенд все же люди очень много, придумывают? но мы должны сказать, что город Якутск, вот то место, где мы сейчас находимся, это как раз же есть вот эта центральная часть. Это вот мы находимся на местах города, который возник в 17 веке, развивался, поэтому тут можно обнаружить еще много чего. И, к сожалению, у нас в городе очень плотная застройка, именно поэтому у нас сохранилось очень мало участков, где можно вот найти не потревоженные останки культурные. Поэтому мы надеемся, что в дальнейшем, сейчас у нас активное строительство, что я уверен, что в ходе таких работ еще будут находиться интересные вещи. Будет ли это клад, но для археолога любая находка это Само по себе. да, бесценно, потому что это свидетельство древней истории, которая, к сожалению, уходит прямо вот на глазах. Вот если вы обратили внимание, за последние 20 лет в связи с активным строительством наш вот именно исторический облик города Якутска, он, конечно, уже его становится все меньше и меньше, и дай бог нам сохранить как можно больше из того, что уже вот постепенно уходит. А вот еще такой вопрос, опять же, все развивается, мир не стоит, и прогресс на месте тоже. Есть ли такая вероятность, что останутся только какие-то бумажные информационные носители о том, что здесь вот было, но человек уже не сможет подойти и посмотреть вот тех самых исторических мест, каких-то захоронений, артефактов? Мне кажется, вечных архитектурных сооружений их не существует, в принципе. Да? То есть когда-нибудь все равно наступит такой момент, и будет проводиться перестройка, реконструкция какая-то. А вот под современными зданиями у нас, вот, вы же знаете, да, у нас технология строительства была раньше свайная, поэтому сваи бурят точечно, а между ними все равно сохраняется вот этот культурный слой, хоть фрагментарно, он все равно сохраняется. Поэтому, работы, я думаю, для археологов еще достаточно много. К тому же вот в последнее время вообще акцент в нашей науке, он смещен вот в том числе и в сторону археологии нового времени. Позднее время сейчас очень активно изучается.
Да, оказывается, вот, ну, кажется, что, ну, уже век цифровых технологий, уже и видео, и фото, и газеты, ну, то есть информации очень много, контента очень много. Казалось бы, ну, о чем могут рассказать раскопки 20 века, того, что уже неизвестно там по опубликованным источникам? Оказывается, нет. И Елена Николаевна правильно сказала, что это направление активно развивается, потому что как раз археология позволяет определить вот соответствие, насколько документальные источники соответствуют действительности. И вот поэтому археология 20 века, или как ее сегодня называют промышленная археология, она востребована в Европе, в Соединенных Штатах Америки, и у нас в России тоже это направление развивается. Ну, спасибо вам большое. Спасибо за ту работу, которую вы делаете для И поддержания будем ждать истории. следующих А новостей. можно я добавлю? Конечно. Буквально секундочку. Вот задают, буквально вот сейчас мне только что был задан вопрос, вот здесь в коридорах у вас, что вообще зачем, для чего вы копаете вот этот Копаетесь погост? в прошлом. Таких кладбищ на самом деле много. Я хочу вот, чтобы... Ну, горожане понимали прекрасно ценность того объекта, который мы сейчас исследуем. И я хочу обратиться в связи с этим к опыту наших коллег из Иркутска. Они очень активно изучали городские некрополи и создали, понимаете, целую портретную галерею первых жителей города Иркутска. И это возможно только по костным останкам, вот, только по материалам погребения. И если бы у нас такая работа получилась, это было бы, на мой взгляд, просто Мы могли бы шикарно. увидеть их, Да. первых горожан Да. города. Ну, будем надеяться, что все получится. Ну, и будем следить за вашей работой и за следующими новостями и следующими раскопками. Спасибо вам. Спасибо, что к нам пришли. Хорошего что вам пригласили. дня. Спасибо. На сегодняшний момент заготовка меха в Якутии составляет примерно 60% от госзаказа. Мех принимают у охотников и охотничьих хозяйств. Самым ценным остается мех соболя, а за него можно выручить до 12 тысяч рублей, в зависимости от качества. А за шкурку андатры, например, можно выручить 120 рублей. Подробнее об этом в других новостях нашего региона расскажет наш новостной обозреватель Кристина Якупова. Доброе утро, коллеги! Доброе утро, Якутия! Движение транспорта по сезонной автомобильной дороге из Светлого в Сульдюкар разрешили с сегодняшнего дня. Постановление об этом подписано администрацией Адмирнинского района. Напомню, ледовая переправа проходит по реке Вилюй. Движение автобусов маршрута номер 6 запустили сегодня по окружному шоссе в столице республики после капитального ремонта в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Предусмотрено 17 автобусных остановок. Из них на 3 ранее существовавших проведена реконструкция. Поставлены новые остановки на переулке Базовый и Автоярмарка в обе стороны. Запуск других маршрутов в этом направлении пока не планируется. Для этого необходимо изучить пассажиропоток и востребованность в общественном транспорте в этом районе города. В центре заготовки пушнины продолжается прием шкуры, соболя, белки, андатры и других. В этом году всего запланировано заготовить более 18 тысяч шкур. Из них более 12 тысяч – это шкура соболя. Цена заготовки пушнины зависит от качества. Например, одну шкуру соболя принимают от 2 до 12 тысяч рублей. Андатру за 120 рублей. Если раньше песцовый мех был одним из ценных, то сейчас не пользуется большим спросом. Поэтому одна шкура оценивается за 700 рублей. По словам работников центра пушнины, меховое сырье приносят охотники или охотничьи хозяйства. Соболь больше всего добывают в Ленском, Алекминском и Алданском районах. Шкуры андатры сдают из Вилюйска и Кобяйского района. На сегодняшний день в центре заготовлено более 12 тысяч шкур, что составляет 60% от госзаказа. Со своими агентами сейчас созваниваемся, что охотники вышли на путину очень поздно, в связи с тем, что очень теплое, много очень снега, даже дожди были. Поэтому в этом году как никогда медленно идет заготовка соболя. Но мы верим и ждем, что охотники после путины подойдут к нам и будут сдавать соболь и остальные шкуры, да? В этом году у нас цена немножко подняли, потому что план
подтвержденный правительством и Министерством сельского хозяйства, у нас составляет 18 300 штук шкур. Открылась выставка в честь 95-летия старейшего литературного журнала «Чолбон». На ней представлены архивные номера разных лет, личные вещи и фотографии известных писателей и журналистов республики. Напомним, первый выпуск журнала был напечатан в 1926 году. Главным редактором его был один из основоположников якутской литературы, анимпадист Сафронов Алампа. Выставка будет работать до февраля следующего года в мемориальном доме-музее Максима Кировича Аммосова. Сегодня вот у нас одно из юбилейных мероприятий в этом здании. Мы собрали здесь лучшие экспонаты. Здесь в оригинале у нас находятся документы. Очень много уникальных экспонатов, которые есть у нас, сохранились в редакции. Вехи истории редакции журнала, они совпадают с вехами истории самой республики. Это очень знаковые мероприятия. Сегодня во всем мире отмечается Международный день недоношенных детей. Дата – это важный повод вспомнить о проблеме преждевременных родов, а также достижений медицины и позволяющих выхаживать самых маленьких пациентов. Подробнее об этом расскажет наша коллега Катерина Винокурова. Из-под одеяла, плотно закрывающего инкубатор, торчит ножка с размером мизинец взрослого человека. Сюда, в отделение анестезиологии и реанимации, поступают дети в тяжелом состоянии из родового зала. Дети, появившиеся на свет раньше срока, находятся в кювезах. Информация о состоянии отображается на мониторах, а через специальные приборы маленькие пациенты получают питание, кислород и необходимые препараты. На сегодняшний день у нас в отделении 15 новорожденных детей. Большинство из них находится на вспомогательной или искусственной вентиляции легких. В большинстве случаев это недоношенные дети, дети с очень низкой, экстремально низкой массой тела. Находятся они у нас длительно, бывает и до 2 месяцев. Сегодня недоношенность – это не приговор. Большинство из них очень быстро догоняют своих родившихся в срок ровесников. Конечно, путь к этому непрестанный. Недоношенные дети быстрее развиваются, у них шире кругозор и они активнее познают мир. Что точно можно сказать о Марке? Ему еще и нет 4, а он уже готовится к школе. Владеет и русским, и английским алфавитом. Q, R, S, T, U, W, X, Y, and Z. Нам уже 3,5. Мы родились в мае, 28 мая 2017 года. А как тебя зовут? Родились на 30-й неделе. С весом килограмм 976 и 43 сантиметра. Спокойный, очень любознательный. Всегда спрашивает, что, как. Телеканалы НВК «Саха» и «Якутия-24» совместно с благотворительным фондом «Харысхал» присоединяются к масштабной акции «Мне не фиолетово» в поддержку Всемирного дня недоношенных детей. На площадках телеканалов и фонда разместят истории матерей и мастер-классы, а также поменяется тематическое оформление аккаунтов в социальных сетях. Акция «Мне не фиолетово» проходит в Якутске уже 2-й год, и для нашей компании она становится уже традиционной. В этом году мы совместно с благотворительным фондом «Харысхал» решили объединить свои усилия, чтобы помочь семьям, в которых воспитываются недоношенные дети. В рамках акции мы поменяем все свое оформление в социальных сетях на фиолетовый цвет. Кроме того, мы объявили сбор средств с 15 по 21 ноября. Каждый желающий может помочь. Все поступленные средства будут переданы в Национальный центр медицины и перинатальный центр. Также сегодня якутская телебашня окрасится в фиолетовый цвет с 20:00 до 21 часа по местному времени. Фиолетовый цвет символизирует надежду, сострадание и открытость. В поддержку осознания данной проблемы якутяне также могут присоединиться к акции «Мне не фиолетово». Таким образом, надев одежду, зажечь фиолетовый свет или придумать свой способ в социальных сетях.
В России ежегодно рождается около 100 тысяч недоношенных детей. В 2020 году акцию «Мне не фиолетово» поддержали 30 регионов России, в которых была организована фиолетовая подсветка культурно-исторических зданий и объектов социальной значимости. Да, ну присоединяйтесь к акции. Также Якутская земля славится талантами во всех областях, в том числе и, конечно, в науке. И сегодня мы хотим рассказать вам о выдающемся человеке Алексее Дмитриевиче Егорове. Это первый кандидат химических наук из народа Саха. Доброе утро, уважаемые телезрители! Сегодня мы поговорим об одном из ученых Якутии, а именно об Алексее Дмитриевиче Егорове, первом кандидате химических наук из народа Саха. Вообще, если говорить о биографии Алексея Дмитриевича Егорова, конечно же, стоит начать с его детства. Сам он родился во втором Баягантайском наследии Якутской области в 1899 году. В 1920 году он поступил в Якутскую учительскую семинарию, которую закончил в 1928 году. И уже после ее окончания он поступил в город Иркутск, где выучился именно на химика. Затем, после окончания высшего учебного заведения в 1931 году он поступил уже в аспирантуру в Восточно-Сибирский государственный университет, который он закончил в 1933 году, и уже начиная с 1933 года он начал работать непосредственно в самой республике. Он участвовал в различных экспедициях по исследованию озер нашей республики, в частности в Мегино-Гаргаласском районе. Затем он попробовал себя в роли педагога, он был заведующим кафедрой химии и биологии Якутского педагогического института. Затем он был переведен на работу уже в сибирский филиал Академии наук СССР. Он подготовил, скажем так, свою школу биохимиков, но, к сожалению, его деятельность была несколько, скажем так, затруднена начавшейся Великой Отечественной войной. В частности, он смог в 1942 году написать свою работу, посвященный именно витамину С, то есть поиску именно того же самого витамина С в полезных растениях Якутии. Благодаря своему исследованию добился того, чтобы в нашей республике начали производить напитки, которые содержали этот витамин. То есть это квас и морс из хвои сосны, а затем из хвои лиственницы. В послевоенное время в нашей истории был такой период, как период Лысенковщины, когда предпринимались не совсем правильные методы в развитии сельского хозяйства, как в научном, так и в практическом отношении. И Алексей Дмитриевич, он защищал именно, скажем так, нашу республику от влияния этой Лысенковщины. Он, в частности, публиковал различные статьи в научных изданиях по защите того же самого якутского крупного рогатого скота. После войны же, в 1953 году, он опубликовал еще одну брошюру, которая называлась «Значение витаминов и пути улучшения витаминного питания крупного рогатого скота в Якутии». Кроме того, Алексей Дмитриевич также занимался исследованием растений, которые располагались вдоль рек нашей республики. То есть мы говорим об амге, лене, об их химическом составе, то есть какие растения именно пригодны для использования их в той же самой кормовой базе. И все это было высоко оценено учеными на союзном уровне, то есть учеными Академии наук СССР. Можно сказать, что это выдающийся человек, который внес вклад в развитие сельского хозяйства нашей республики. Его ученики продолжают дело Алексея Дмитриевича. И благодаря нему, и благодаря таким людям, как Алексей Дмитриевич, будет дальше развиваться наука нашей республики. Железодефицитная анемия – заболевание, которое находится в списке 38 самых распространенных заболеваний человечества. Согласно отчету ВОЗ, выраженный дефицит железа имеет каждая третья женщина репродуктивного возраста, а также каждая вторая беременная. Но, как оказалось, не только женщины страдают этим заболеванием. Как распознать у себя признаки анемии и как с ней бороться, нам подскажет наша рубрика «Мой доктор». Доброе утро! Сегодня я вам расскажу, что такое анемия или нехватка железа.
Вы, наверное, слышали, и вам, наверное, ваши доктора говорили, что и у вас или у ваших детей есть анемия. Итак, как же ее профилактировать в наших северных условиях? Все люди, которые живут в нашей республике, должны употреблять каждый день мясо. Желательно, чтобы мясо было красных сортов. Это у нас жеребятина наша любимая, это говядина. К этим продуктам не относится курица, потому что, как вы сами видите, курица, она белого цвета, и она содержит меньше железа, чем, допустим, содержит в себе жеребятина. Поэтому следите за своим рационом, старайтесь следить, чтобы в вашем рационе каждый день были какие-то продукты красного цвета. Это обязательно мясо, это может быть какие-то красные фрукты, это могут быть красные соки, допустим, гранатовый сок. Из наших местных ягод это очень полезные ягоды, это брусника, это смородина. И еще очень полезный продукт, который содержит очень много витамина С, чтобы то железо, которое вы кушаете, усваивалось, это шиповник, это сироп шиповника или отвар из ягод шиповника. Если вы же думаете, что у вас есть анемия, есть у вас признаки анемии или у вашего ребенка есть признаки анемии, вы можете обратиться к вашим докторам и сдать общий анализ крови. Желаю вам хорошего дня. Будьте здоровы! Сегодня в России празднуется День участкового уполномоченного полиции. Пожалуй, из всех структур Министерства внутренних дел участковые, они находятся ближе всего к населению. О буднях и праздниках представителей этой профессии мы сегодня поговорим с нашим гостем, старшим участковым уполномоченным полиции 2-го отдела полиции муниципального управления МВД России Якутская, старшим лейтенантом полиции Алексеем Худорожко. Алексей Викторович, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Для начала расскажите, почему вы выбрали именно эту профессию? Сперва мне предложили эту службу. Я как бы не знал, работал в другом подразделении. Ну а так сказали, то что рассказали, так скажем, перспективы этой службы. Ну, так скажем, сперва вроде как понравилось. Ну а потом... А потом не понравилось? Нет, почему? А потом, наоборот, переработался, так скажем, и с коллективом сдружились, и все, нашли общий язык, понял, так скажем, суть работы. И все, и как бы желания уходить нет. Скажите, а за какой участок в городе вы отвечаете? За 36-й квартал. Это где? Это район центрального, так скажем, главного офиса Сбербанк, Петровские дома, 10-е с дробями. Ну, тут рядышком. Как район? Спокойный? Спокойный или... Ну, есть свои, так скажем, нюансы. Так же, как и у всех, так скажем, участковых, есть свои проблемные адреса и положительные, так скажем, граждане, проживающие на участке. Вы знаете каждого жителя своего участка или именно вот как раз-таки фокусируете внимание на тех самых проблемных, может быть, жителях? Нет, ну, на одних фокусироваться не стоит. Есть проблемные, конечно, они известны, все, о них не забываем, чтобы они не забывали, что о них помнят. Но все равно с гражданами общаюсь, так скажем, по мере возможности, не так, то, что там вышел и со всеми побежал, а так по мере возможности со всеми стараюсь общаться. Всем предоставляю свои визитные карточки, номер телефона, чтобы они знали, как найти своего участкового. То есть, грубо говоря, ваш телефон даже ночью вы не отключаете, вы всегда на связи с жильцами своего участка? Ну, так скажем, с работой я 24 часа на связи. А кто чаще всего звонит? Бабушки, которым мешают шумные соседи? Ну, бабушками их не назовешь. Звонят граждане, у которых шумные соседи, и приходится как-то реагировать на это, с собственниками жилых помещений работать, заставлять их, чтобы они своих постояльцев консультировали, как должен вести себя гражданин, проживая в жилом многоквартирном доме.
Но это же не единственная, да, ваша как бы задача, обязанность. То есть вообще что входит ну, вообще в общие обязанности, да, В общие, участкового? ну, общие обязанности участкового, они очень большие. Туда много что входит. Это надзор за и контроль за поведением лиц осужденных, ранее осужденных, состоящих на административном надзоре, лица, которые злоупотребляют алкогольными напитками, ранее привлекались за употребление и распространение наркотических веществ, особый контроль за ними ведется. Лица, осужденные за тяжкие, особо тяжкие преступления, подпадающие под административный надзор. Перечень большой очень. В соответствии с 205-м приказом там очень много. А вообще, какие у вас взаимоотношения с вашими жильцами? Дети, они воспринимают вас как того самого дядю Степу из детской сказки? Ну, с детьми я стараюсь не общаться, потому что детей, наоборот, я, так скажем, замечания делаю. Если я прихожу, они не спрашивают, открывают мне дверь. То есть вы Часто вообще такое бывает? Да, часто, очень часто такое бывает. И мне каждый раз приходится проводить профилактическую беседу, просить, чтобы их родители мне в дальнейшем перезвонили, чтобы я родителям их объяснил, что дети так делать не должны. Дети должны через дверь спросить, кто, и даже если услышав, что там участковый, не открывать дверь. Потому что под нашим, так скажем... Ну, может быть, все что угодно. Любой... Да, там может быть и плохой человек стоять. А вообще вот какие обращения чаще всего приходится, вот с какими обращениями чаще всего приходится сталкиваться в вашей профессии? Ну, я не сделаю, так скажем, определенный акцент на какие-то определенные, так скажем, обращения граждан. Они все, по мере возможности, их всех много. Начиная от шумят соседей, заканчивая от того, что друг знакомый не отдает долг. И таких сообщений очень много. И если мне память не изменяет, на сегодняшний день уже в отделе полиции номер 2 зарегистрировано около 25 тысяч обращений разного рода. 25 тысяч? 25 тысяч. Это за год, за полгода? С начала года. С начала года, 25 да, с начала года. То есть за 11 месяцев? Да. Разного рода сообщения, ну, в них же включаются и преступления, которые реально совершены преступления, и те, так скажем, обращения, которые не нашли признаков преступления и правонарушений. То есть ложные? Нет, ну, ложные тоже среди них есть обращения на такие, так скажем, сообщения. Мы реагируем административным ресурсом, привлекая людей к административной ответственности. А зачастую, так скажем, ну, люди считают, что в отношении них совершено преступление. Мы, соответственно, проводим проверку, и уже по результатам проверки принимаем то или иное решение. Либо же мы привлекаем виновное лицо к административной ответственности, либо же направляем на возбуждение уголовного дела, либо же отделаемся профилактической работой. Алексей Викторович, ну мы сейчас прервемся на небольшую паузу и далее продолжим наш разговор. Уполномоченного. У нас в гостях Алексей Викторович. Мы продолжаем. Алексей Викторович, до этого вы работали в службе ППС, а сейчас вы являетесь участковым. Вот скажите, сравнив две вот эти вот должности, на какой больше всего головной боли, по вашему мнению? Ну, наверное, у участкового больше головной боли, чем в патрульно-постовой службе. Тут, так скажем, документальной работы очень много, и с людьми работаешь. И если ты в ППС, и у тебя всегда есть кому тыл прикрыть, так скажем, ты с напарником, то тут ты ходишь по участку один. Никто тебя не прикрывает. Ну, то есть, пока помощь дождешься, пройдет определенное время. Бывали такие случаи? Ну, бывают, конечно же. Они не постоянно, но в нашей службе, так скажем, в нашем именно подразделении пару случаев таких было. И, как бы, ну, слава богу, все без инцидентов обошлось, без ЧП.
В советское время были даже агитационные плакаты против хулиганов, и люди как-то находились в страхе. Вот на сегодняшний день должность участкового, она как в авторитете у тех же самых правонарушителей? Ну, голословно тоже не скажу. Ну, кто-то отрицательно к нам относится, кто-то положительно. Нет, чтобы такого, чтобы все люди, вот, так скажем, к той или иной мере, они положительно относились. Есть и свой негативный, так скажем, контингент, есть и положительные граждане, которые нам помогают. Алексей Викторович, а был на вашем опыте какой-то такой, может быть, позитивный, какой-то интересный случай, о котором могли бы нам рассказать? Ну, какое-нибудь приключение, да? Если так можно назвать. Положительных, так скажем, ну, были, стараясь на этом не останавливаться, не запоминать. Ну, были, людям помогали, люди, так скажем, определенную благодарность проявляли, ну, так скажем. Были моменты, когда не могли справиться там, с той или иной ситуацией, соответственно, со стороны людей негативное высказывание. Ну, я все понимаю, охота помочь, но не всегда все получается. Ну, так скажем, есть и плюсы, есть и минусы. Не скажу, что прям все позитивно. Ну, я бы сказал, знаете, если 2,5 практически тысячи обращений, 2,5 или 25 все-таки? 25 тысяч? Да, 25 тысяч. Это больше, чем 2000 обращений в месяц. Это каждый день по около 500? Да, но это в отделении. Каждый день около, в среднем 80 обращений за сутки. Я думаю, что достаточно сложно какие-то, например, определенные случаи запомнить. Ну, это все 80, не все, так скажем, ложатся на участкового. У нас есть такие подразделения, как следствие, дознание, уголовный розыск. Как бы это все распределяется на наши все подразделения. Ну, основная доля уходит, конечно же, в участковом. Это один из тех случаев, когда хотелось бы в профессиональный праздник пожелать поменьше работы. Алексей Викторович, но у вас сейчас есть возможность поздравить ваших коллег с праздником. Да, спасибо огромное. Так, хотелось бы поздравить непосредственно руководство АДУК БДН, города, так скажем, непосредственно своих руководителей, второго отдела полиции. Пожелать им, так скажем, крепкого здоровья и семейного тыла. А также непосредственно с участковых наших второго городского отдела полиции. Ребята, поздравляю вас с вашим профессиональным праздником, с нашим профессиональным праздником. Но мы присоединяемся к поздравлениям. Алексей Викторович, вас также поздравляем. Также поздравляем вас с прошедшим Днем полиции, который тоже был в этом месяце, с профессиональным праздником. Желаю вам дальнейших успехов и мирного неба над головой. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Ну, а мы двигаемся далее. Похоже, сертификаты вакцинированного и QR-кода прочно вошли в нашу жизнь. И несмотря на то, что многие понимают необходимость данных процедур, это, конечно же, вызывает некоторые трудности. Например, в торговых центрах образуются очереди во время проверок тех самых QR-кодов. И поступило недавно такое предложение, чтобы сразу использовать QR-код с фотографией владельца. О каких еще новостях сейчас говорят в мире, в республике, мы узнаем у Кристины Якуповой. Сертификаты вакцинированного против коронавируса могут дополнить фотографиями владельца. Инициатива призвана сократить очереди в общественных местах, где скоро массово начнут требовать QR-коды вакцинированного. Проверяющим не придется сверять данные с паспортами. Сотрудники крупных научных центров России взяли пробы тканей доисторических животных, найденных на территории Якутии. Мероприятие проходит в рамках международного научного семинара «Четвертичная палеонтология и палеокология Якутии», которая в эти дни проходит в Музее Мамонта Северо-Восточного федерального университета. Накануне прошел семинар-практикум, где приглашенные гости, ученые и медики из Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» и Института экспериментальной медицины города Санкт-Петербурга приняли участие в заборе проб мягких тканей и других лабораторных проб для дальнейшего изучения вирусов палеонтологических животных. По словам участников семинара, это будет большим вкладом в изучение возникновения и эволюции различных видов вирусов. Результаты этих исследований будут известны в течение следующего года.
Работа эта важна с нашей точки зрения с двух позиций. Есть такой общий биологический вопрос, который стоит перед нами, который заключается в изучении эволюции бактерий различных видов, в том числе эволюции тех бактерий, которые могут вызывать заболевания, инфекционные заболевания у человека и животных. И вот древние бактерии, которые обнаруживаются в ископаемых животных, в мерзлых мумиях ископаемых животных, это уникальная возможность сравнить древний генетический материал с современным и на основании этого сравнения получить информацию, уникальнейшую информацию о том, какими путями шла эволюция бактерий. В Ленске заливают каток и готовят лыжную базу. Зимний досуг станет доступен для горожан 1 декабря. Пока на лыжной базе нет посетителей, склон закрыт, подъемник не работает. Снег лежит, но его недостаточно, чтобы ленчане смогли кататься на лыжах и сноутюбингах. Сотрудники спорткомитета ждут осадки, тогда покрытие на склоне станет подходящим. Сегодня работники заливают крытый каток, прокат останется бесплатным. Дата открытия зимних объектов пока ориентировочная. Все зависит от указаний оперштаба. На сегодняшний день у нас по плану стоит открытие пункта проката коньков на стадионе и пункта проката лыж, сноутюбингов на лыжной базе на 1 декабря 2021 года. На сегодняшний день все секции у нас работают в штатном режиме. Вход во все объекты у нас по предоставлению QR-кода. К этому часу у меня вся информация. Коллеги, передаю вам слово. Спасибо. Полина, сейчас я предлагаю тебе посмотреть сюжет про школьников села Улаханан Хангаласского улуса, которые выращивают виноград. Школа села Улаханан стала агропрофилированной в 2005 году, одной из первых в республике. Пришкольная теплица появилась в 2010-м, а несколько лет назад ее утеплили и сделали круглогодичной. С тех пор начались эксперименты с выращиванием овощей, зелени и ягод в условиях крайнего севера. Так, прошлой весной в теплице созрели огурцы, а в начале этого года поспела клубника. И вот теперь удалось получить урожай винограда. Всего приобрели 10 саженцев винограда, 8 из них прижились и расцвели, и только 3 куста дали ягоды. В общем, где-то удалось собрать 8 виноградных лоз. У них ягоды не такие уж большие, они пока маленькие. Как еще переживутся, мы думаем, ягоды будут чуть побольше. Все эти эксперименты в школьной теплице в первую очередь для научной работы учащихся. Для них здесь проводятся занятия, они наблюдают за растениями, ухаживают, поливают, а затем готовят доклады, которые защищают сначала на внутришкольной конференции, а затем уже на улусной научно-практической конференции «Шаг в будущее». Например, ученица 5 класса Виктория Иванова работала над докладом как раз-таки про виноград. Для этого она месяц приходила в теплицу, чтобы вести журнал наблюдений. Выращивание винограда в зимней теплице – тема моего доклада. Я выбрала эту тему, чтобы узнать, какие условия приносит виноград из черенков. Объект исследования винограда сорта «Красень». Теперь, когда доклад готов, а виноград успешно прошел адаптацию, юный исследователь Вика может попробовать предмет ее изучения. Сладкий, без косточки, мякоть сочная, маленькая, хорошая. Помимо выращивания овощей и ягод, в Мальжигарской второй школе также разводят кроликов, а весной высаживают рассаду. Все то, что выращивается и разводится в стенах школы, как правило, в первую очередь предназначено для научной деятельности. Но есть и излишки, которые идут на реализацию. Овощи и вот мясо кролика мы реализуем прямо с теплицы, даем объявление и среди местного населения и работников школы. Заработанные на реализации деньги поступают во внебюджет. Таким образом, школа имеет дополнительный источник дохода. Следующая амбициозная цель агрошколы села Улаханан – вырастить лимонное дерево.
Специально для «Утра Якутии» Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. Ну а мы желаем вам доброго дня. Всем пока!